Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дамы и господа, начинается торжественная церемония вручения золотых медалей «Герой труда Российской Федерации» и государственных премий Российской Федерации. В зал приглашаются герои труда Российской Федерации. Беспалова Людмила Андреевна. Будниченко Михаил Анатольевич. Садовничий Виктор Антонович. Сыздыков Елтуган Кимашевич. Холмакшинов Алексей Юденич. Щедов Владимир Викторович. Лауреаты государственных премий Российской Федерации. Готье Сергей Владимирович. Минина Марина Геннадьевна. Хубутия Магели Шалвович. Ковальчук Михаил Валентинович. Адамов Евгений Олегович. Осмолов Владимир Григорьевич. Чумаков Петр Михайлович. Абдразаков Ильдар Амирович. Коробцов Андрей Сергеевич. Фомин Константин Евгеньевич. Таратынова Ольга Владиславовна. Игдалов Борис Павлович. Белихова Юлия Александровна. Слабжанин Николай Юрьевич.
Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России. Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед. Более 1000 лет назад начинался путь нашего Отечества в Великом Новгороде, Рюриковом Городище, Старой Ладоге и Сборске. Здесь истоки нашей цивилизации, государственности и культуры. Здесь колыбель Руси, крупнейшего государства Европы своего времени, объединившего славянские, угро-финские, тюркские и другие племена от Балтики до Черного моря. Слава, державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшей эпохе Московского царства, Российской империи и Советского Союза. И все эти этапы одно неразрывное целое с современной Россией. И потому считаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества. Российская государственность переживала немало сложных, даже трагических периодов, но всегда наш народ побеждал все трудности, преграды и невзгоды, созидал, умножал величие Отечества. Сегодня в непростое для нашей страны время нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Эти чувства близки и дороги каждому из нас. Они служат надежной опорой участникам специальной военной операции. Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев. Традициям сплоченности, работы ради общего блага верны и выдающиеся граждане России, которым сегодня будут вручены золотые медали Герой труда и знаки лауреатов Государственной премии. Сердечно поздравляю вас, дорогие друзья. Благодарю за высокое служение Родине. И сначала, по традиции, назову тех, кто удостоен звания Герой труда. Развитию российского образования и науки, приумножению достижений Московского государственного университета посвятил всю свою жизнь Виктор Антонович Садовничий. Масштаб его личности как руководителя, ученого, государственного деятеля, безусловно, уникальный. Виктор Антонович стал ректором МГУ в сложное время начала 90-х и сделал все, чтобы сохранить лидирующие позиции прославленного университета. Собственную научную школу создала Людмила Андреевна Беспалова, блестящий ученый, одна из самых известных российских селекционеров. Благодаря ее работе создано более 100 новых сортов и гибридов пшеницы. Их широкое применение позволяет повысить эффективность и независимость отечественного сельского хозяйства. Звание Героя труда удостоен Михаил Анатольевич Будниченко, генеральный директор легендарного Севмаша. Это предприятие выпускает атомные ракетоносцы нового поколения, которые обеспечивают надежность и высочайшие боевые возможности ядерной триады России. Важнейший вклад в укрепление обороноспособности России вносит и Елтунган Кемашевич Саздыков, главный конструктор старейшего в стране конструкторского бюро «Радуга», где создаются передовые образцы ракетной техники. Очень нужный, востребованный труд на производствах добывающей промышленности выбрали для себя машинист мельниц Михайловского горно-обогатительного комбината Владимир Викторович Щедов и водитель Тунгусского угольного разреза Алексей Юденич Халмакшинов. Их высоко ценят на родных предприятиях. Ими гордятся и молодые коллеги, с которыми они щедро делятся своим опытом. Дорогие друзья, в этом году наша страна отмечает большой, значимый юбилей – 300 лет с момента основания
Российской академии наук. С тех пор научный поиск, фундаментальные открытия ученых стали мощной движущей силой национального развития. И сегодня на ответственном, рубежном этапе именно наука, ее новаторские подходы являются основой для решения многих масштабных задач, которые стоят перед нашей страной. С удовольствием представляю сегодняшних лауреатов премии в области науки и технологий. Их работа обеспечивает технологическое лидерство России по важнейшим направлениям. Евгений Олегович Адамов, Владимир Григорьевич Осмолов, Михаил Валентинович Ковальчук. Они первыми в мире предложили и приступили к реализации идеи замкнутого ядерного цикла, то есть нашли способ сделать атомную энергетику безопасной для окружающей среды. В числе лауреатов молекулярный биолог Петр Михайлович Чумаков. Его авторству принадлежит целая серия фундаментальных открытий, позволивших создать новое направление в медицине. Это лечение опухолевых заболеваний с помощью полезных свойств некоторых вирусов, так называемых онковакцин. Их широкое клиническое исследование начнутся уже в текущем году в одном из флагманов по борьбе с раком в нашей стране – онкологическом институте имени Герцена. Большой шаг вперед в области трансплантологии жизненно важных органов сделали наши ученые и медики, талантливые врачи и управленцы Сергей Владимирович Готье, Марина Геннадьевна Минина и Магеля Шалович Хубутя. Еще относительно недавно у нас были лишь единичные примеры оказания такой помощи тяжело больным пациентам. Но благодаря напряженному труду и врачебному дару сегодняшних лауреатов число таких сложнейших операций удалось увеличить до нескольких тысяч в год. Сделать их доступными не только в столичных центрах, но и во многих регионах России. Хранить и развивать – вот, пожалуй, главные задачи, стоящие перед российской культурой. Нам есть чем гордиться, есть что беречь и передавать потомкам. И на яркие, потрясающие таланты наша земля всегда была и остается очень щедрой. К их числу, безусловно, относятся и нынешние лауреаты Государственной премии в области литературы и искусства. За огромный вклад в возрождение Царскосельского дворцового паркового ансамбля премии удостоены настоящие профессионалы, всей душой радеющие за дело, которому они служат. Это директор музея-заповедника «Царское село» Ольга Владиславовна Таратынова и Борис Павлович Игдалов, который более 40 лет своей жизни посвятил реставрации разрушенных шедевров. Среди них была и легендарная янтарная комната. Скульптор Андрей Сергеевич Коробцов и архитектор Константин Евгеньевич Фомин избрали ключевой темой творчества увековечивания памяти о знаковых событиях и героях отечественной истории. В их мастерской созданы самые яркие произведения монументального искусства последних лет. Прежде всего говорю о Ржевском мемориале советскому солдату, о мемориале комплекса, посвященных Курской битве и мирным жителям СССР, жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Такие работы много больше, чем наша благодарная память. Это обращение к будущим поколениям граждан России, к тем, кто продолжит созидать нашу страну, защищать ее интересы, продвигать в мире ценности ее великой культуры. Воспитание будущих поколений сделал частью своей насыщенной творческой жизни блистательный мастер вокального искусства Ильдар Амирович Абдразаков.
один из самых востребованных оперных певцов современности. Он создал фонд поддержки молодых талантов. И, несмотря на гастроли и спектакли, кропотливо ищет и пестует юные дарования. Хочу поблагодарить Ильдара Амировича и за возрождение традиции исполнения оперными артистами песен военных лет. Ваша концертная программа имела огромный успех, в том числе у молодежи. Это очень важно для сохранения памяти о подвиге поколения победителей, сокрушивших нацизм. Помогать тем, кто нуждается в поддержке, стало жизненным кредо лауреата премии в области благотворительности Николая Юрьевича Слобжанина. Учредитель Сибирского центра общественных инициатив, он внес значимый вклад в развитие волонтерского движения. Многолетний опыт Николая Юрьевича был востребован в Российском комитете «Детские деревни СОС». Он возглавляет его 16 лет и вместе со своими единомышленниками реализовал программу профилактики детского сиротства. Благодаря этому проекту более 30 тысяч детей получили поддержку и возможность жить и воспитываться в родных семьях. Яркий пример того, как умение сопереживать, заботиться о других позволяет добиваться реальных перемен к лучшему, судьба Юлии Александровны Белоховой, лауреата премии в области правозащитной деятельности. По ее инициативе был создан комитет семей воинов Отечества, который объединил родственников и военнослужащих сотни волонтеров. И реальными делами заслужил колоссальный авторитет в обществе, доверие людей. За 1,5 года работы комитет доставил в прифронтовые зоны более 6 тысяч тонн гуманитарной помощи, взял под свое крыло ветеранов специальной военной операции и их семьи. Юлия Александровна не только общественный деятель, но и мама 6 детей. Один из сыновей – участник специальной военной операции. Безусловно, вызывает огромное уважение, что она отдает столько времени и сил общественной и правозащитной работе. Дорогие друзья, решить масштабные задачи, которые стоят перед нашей страной, можно только вместе, только сообща. И огромную роль здесь играет личный пример талантливых, умных, успешных людей, готовых сделать все, что в их силах, ради общего блага. Такая сопричастность к судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед характерна для каждого из вас. От всей души поздравляю с высокими наградами Родины и желаю вам всего самого доброго. Желаю вам новых успехов. Благодарю вас за внимание. Указом президента Российской Федерации за выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу звание Героя труда Российской Федерации присвоено Беспаловой Людмиле Андреевне, заведующей отделом Национального центра зерна имени Лукьяненко, Краснодарский край. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, коллеги, друзья, сегодня День России. И это так символично сегодня получить из рук президента в такой день высшую награду Родины за любовь к Родине. Надо сказать, что история моего служения Отечеству – это моя жизнь. Она началась в Краснодарском крае, как сказали, в семье агронома, участника и инвалида Великой Отечественной войны, затем замечательная Тимирязевка, затем работа и учеба премудрости набиралась у великого Лукьяненко, которого мировое сообщество посчитало
лучшим селекционером 20-го столетия. И все эти более 50 лет я работаю там. Надо сказать, что за этот 50-летний, более чем 50-летний отрезок моих исследований мой научный потенциал или не угасает, а все больше разгорается, можно сказать. Если бы у меня была еще одна жизнь, я ее бы посвятила селекции. И хотела бы сказать, что мы одержали большую победу, внушительную, в такой жесткой конкурентной борьбе с западными мегафирмами. И сегодня пшеничные поля нашей страны заняты отечественными сортами, отечественные семена на наших полях. Прогресс селекции пшеницы огромен. На порядок возросла урожайность, и сегодня наши новые сорта дают урожай 14-15 тонн с гектара, а у наших индустриальных партнеров и более 10 тонн. То есть я могу сказать о продовольственном, о зерновом изобилии, о безопасности нашей страны. И думаю, что наши результаты нашей работы, сегодняшняя наша команда, наша научная школа столетняя, методы и те результаты, которые мы получаем, дают мне право с уверенностью говорить о будущем нашей России как главной хлебной державе мира. Спасибо. Будниченко Михаилу Анатольевичу, генеральному директору производственного объединения «Северное машиностроительное предприятие», Архангельская область. Уважаемый Владимир Владимирович, во-первых, огромное спасибо за такую высокую честь и за такую высокую государственную награду и оценку моего скромного труда. Я, на самом деле, после подписания указа все время думал, почему это в моей жизни случилось, как это стало возможно, и понял, что в этой награде труд огромного количества людей, я бы даже сказал, нескольких поколений людей. Это в первую голову, конечно, мои мама и папа. Я до сей поры, принимая какие-то решения, сверяю по ним свои поступки. Думаю, как бы поступил отец в такой ситуации. Конечно, это моя семья, супруга, дети, внуки, которые взяли на себя все заботы о быте и позволили мне спокойно работать. Может быть, они недополучили внимания в этой жизни, но они совершенно точно знают, что где-то на работе у них есть муж, папа и дедушка. Конечно, это наставники и учителя. Многих из них уже с нами нет. Но их нельзя сегодня не вспомнить, потому что мне очень везло с этими людьми. Они привили мне любовь к профессии, профессиональные навыки и отношение к делу. Огромный вклад в эту награду, конечно, внес самоотверженный труд 30-тысячного коллектива Северного машиностроительного предприятия. Это наши рабочие, служащие, инженеры, руководители. Это профессионалы высокого уровня. Это люди, беззаветно преданные своему делу, трудоголики и, конечно, настоящие патриоты нашей России. Это, конечно, руководство и служащие Объединенной строительной корпорации. Это, конечно, коллективы сотен научных, проектных, производственных предприятий, расположенных по всей России, во всех регионах нашей России, наших соработников, без которых строительство такой сложнейшей техники было бы невозможно. Ну и, конечно, наше все это военно-морской флот и Министерство обороны, наши главные заказчики, с которыми мы ежедневно решаем десятки вопросов, которые возникают при строительстве этой сложнейшей техники. Я хочу сегодня выразить огромную благодарность всем за эту большую совместную работу. Владимир Ильич, могу сказать еще об одном. В постперестроечные годы вы стояли у руля возрождения
подводном, на атомном судостроении. Именно те решения, которые были приняты вами, от глобальных, таких как утверждение программы кораблестроения вашим указом до 50-го года, и до совершенно частных вопросов от создания конкретной производственной роты, конкретно на Севмаше. То есть вот круг вопросов, которые вы решаете, он абсолютно велик даже вот с точки зрения нашей отрасли. И благодаря этому, благодаря вашей титанической работе, нам удалось восстановить кооперацию, полностью разрушенную в 90-е годы, восстановить утраченные и создать новые, не имеющие аналогов технологии, набрать больше 10 тысяч молодых людей, обучить их, провести через систему наставничества и сделать из них высококлассных специалистов, которые сегодня полностью обеспечивают выполнение гособоронзаказа. Владимир Ильич, огромное вам за это спасибо. Я еще раз выражаю вам огромную благодарность за высокое доверие. Севмаш набрал хорошие обороты. И как результат за 12 лет мы сдали 12 атомных подводных лодок, самых современных, военно-морскому флоту, различных проектов. Мы сделали массу выдающихся гражданских заказов, в том числе, вы знаете, платформа приразломная, единственная в мире. И наш «Газпром» смог начать вести экономическую деятельность на арктическом шельфе Российской Федерации. Удалось закончить при вашем полной поддержке и требовательности, закончить проект, которого не было в истории ни советского, ни российского технического сотрудничества. Это переоборудование авианесущего корабля «Адмирал Горшков», полноценный авианосец «Викрамадитья», который 10 лет является уже флагманом Индийского флота. Владимир Ильич, я вам хочу сказать, что и дальше эта награда, это еще и большая ответственность, мы будем продолжать стремиться работать более эффективно, более быстро, более качественно, более дешево. И этот год не будет исключением. Я хочу вам доложить, что флот получит еще несколько атомных подводных лодок, которые усилят нашу и ядерную составляющую нашей морской триады, и многоцелевых подводных лодок. Огромное вам спасибо. Позвольте мне лично вас и всех присутствующих в этом зале поздравить с замечательным нашим праздником, с Днем России. Спасибо. Садовничему Виктору Антоновичу, академику Российской академии наук, ректору Московского государственного университета имени Ломоносова. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие коллеги, сегодня великий день, праздник нашей страны, День России. И получить награду в этот день особая значимость и особо торжественно. Я благодарю вас, Владимир Владимирович, за эту высокую награду. На всем моем жизненном пути, от шахтера до академика и ректора Московского университета, были люди, это те люди, которые поддерживали, и я отношу эту награду им. Это учителя, это те товарищи, которые верили в будущее России, поддерживали всех, кто стремился что-то сделать. Я благодарен людям Московского университета, которые в трудные годы 92-го и далее сплотились, сохранили нашу систему образования. Она сейчас входит в пятерку лучших систем образования мира по всем рейтингам. Я отношу эту награду, Владимир Владимирович, к вашей поддержке системы образования нашей страны. Уважаемый Владимир Владимирович, университетская корпорация, я лично, свой опыт, знания, отдадим все, чтобы решить те задачи, которые вы поставили перед страной. И, конечно, системой образования, наукой, как главной движущей силой будущего страны. А Московский университет, встречая свой юбилей, 270-летие, все время будет опорой для ваших задач, как был он всегда опорой нашей стране. Еще раз спасибо вам, уважаемый Владимир Владимирович, за эту высокую награду и за вашу поддержку. Сыздыкову Елтугану Кимашевичу, главному конструктору Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» имени Березняка,
Московская область. Служа России. Хотел бы сказать, что поскольку создание специальной техники – это труд многоплановый, многодисциплинарный, считаю, что высшая оценка трудовых заслуг перед государством и народом дана не мне одному, дана коллективам разработчиков, изготовителей, испытателей. Поэтому моя первая благодарность коллегам, сотрудникам моего родного предприятия «Госмкб «Радуга» имени Березняка, сотрудникам предприятия смежников за совместный труд, высокий профессионализм и, не побоюсь этого слова, за самоотверженность, особенно в настоящее время. Во-вторых, хотел поблагодарить научное сообщество во главе с Академией наук Российской Федерации, коллективы академических и отраслевых институтов, которые создают те знания и технологии, которые позволяют и являются фундаментом, позволяют разрабатывать перспективные образцы высокоэффективного вооружения. Ну а главная моя благодарность требует небольшого пояснения, такой короткой ретроспективы исторической, если разрешите. Вот через месяц, в июле, исполнится ровно 30 лет, как на заседании правительства Российской Федерации с высокого государственного уровня был задан вопрос, а зачем нам гаубицы? Вот те руководители государства тогда так понимали роль и место России в международных отношениях. Сегодня Россия сильная, самостоятельная, какой должна быть, и всегда была, кроме небольших промежутков времени, которые не являются показательными. Так вот, в те 90-е годы мы, разработчики вооружений, прекрасно понимая, что плоды нашего труда еще будут востребованы, не прекращали свою деятельность, понимая, что в наше время еще настанет, Россия другой быть не может. И реалии сегодняшнего дня говорят о том, еще раз подтверждают слова, которые давно были сказаны, что у России только два союзника – армия и флот. Поэтому разрешите набраться наглости и поблагодарить лично вас, Владимир Владимирович, за ту Россию, которую вы возродили вновь как суверенное государство и продолжаете упорно трудиться в этом многотрудном пути. В такой России хочется жить и работать. Спасибо, Владимир Владимирович. Холмакшинову Алексею Юденичу, водителю автомобиля акционерного общества «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, для меня огромная честь получить с ваших рук такую почетную награду. Большое спасибо. Благодарю вас и ваших коллег за большую оценку моего труда. Большое спасибо за высокую награду. Щедову Владимиру Викторовичу, машинисту мельниц обогатительной фабрики Михайловского горно-обогатительного комбината имени Варичева, Курская область. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за такое доверие. Я очень рад получить от вас эту награду. Я очень рад. Спасибо большое. Указом президента Российской Федерации
Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий 2023 года за разработку, научное обоснование и реализацию в практике отечественного здравоохранения оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов присуждена Готье Сергею Владимировичу, академику Российской академии наук, директору Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, коллеги, я счастлив и горд получить из рук президента эту высокую награду. И, конечно, хочу поделиться этим счастьем со своими друзьями, прежде всего с коллективом, героическим коллективом трудоголиков Центра Шумакова, с нашими коллегами-трансплантологами в Москве, Санкт-Петербурге, в регионах России и, конечно, со своими учителями. Я хочу вспомнить Бориса Васильевича Петровского, Валерия Ивановича Шумакова, Анатолия Михайловича Гранова. Трансплантология – это прежде всего тысячи спасенных жизней взрослых и детей, когда другие методы неэффективны. Это уровень возможностей отечественного здравоохранения, и это маркер общественной солидарности. Это аккумулятор и генератор новейших технологий и научных решений. Государство много сделало для развития трансплантологии и, в частности, уникальные возможности по бесплатному предоставлению трансплантационной помощи и пожизненному лекарственному обеспечению. Число трансплантаций растет из года в год. Соответственно, увеличивается доступность. И сейчас граждане из наших новых регионов тоже имеют возможность получить эту помощь у нас. Естественно, мы продолжаем двигаться дальше. У нас есть накопленные инновации, которые являются мировыми приоритетами. В частности, это трансплантация сердца, трансплантация органов детям. К нам едут учиться из-за рубежа. Но остается еще много задач, которые нужно решать. Это прежде всего распространение и тиражирование методик на наши регионы. Это обучение кадров, это научные решения, научные темы. Вот одну такую тему мы с Михаилом Валентиновичем загадали уже. И заканчивая свое выступление, я хочу поблагодарить еще раз вас, Владимир Владимирович, за возможность работать у нас в стране и развивать все, что мы развиваем. Всех с праздником Днем России. Всем счастья. Служу России. В этой же номинации Государственная премия Российской Федерации присуждена Мининой Марине Геннадьевне, доктору медицинских наук, заведующей Московским городским координационным центром органного донорства городской клинической больницы имени Боткина. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, позвольте выразить глубокую признательность за высочайшую оценку труда наших коллективов. Я более 20 лет работаю в системе здравоохранения города Москвы, и сегодняшнее высокое признание разделяю со всем московским
медицинским сообществом, Боткинской больницей города Москвы, в которой мне выпала честь трудиться, и моим коллективом, чья профессиональная деятельность позволяет не только оказывать трансплантологическую помощь на самом высоком уровне, но и делать ее доступной. Позвольте заверить вас, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, что мы приложим и в дальнейшем все наши силы и знания для развития трансплантологии в России. Благодарю вас. В этой же номинации государственная премия Российской Федерации присуждена Хубутии Магеле Шалвовичу, академику Российской академии наук, президенту научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. Я буквально, Владимир Владимирович, несколько слов. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня я вторую высокую награду получаю из ваших рук. Но это высшая оценка коллективного труда врачей и трансплантологов, да и не только трансплантологов, в результате чего ни 1000 тяжелых больных наших соотечественников возвращены к социально активной жизни. Все это было невозможно, если не та государственная поддержка, которая оказывается в развитии здравоохранения нашей страны, и не только в здравоохранении. Владимир Владимирович, хочу сказать, это ваша огромная поддержка развития науки в России. Это ваша поддержка развития инновационных технологий и внедрения их в практическую жизнь. А без этого все наши достижения, естественно, были навряд ли возможны. Спасибо Отечеству, спасибо вам, Владимир Владимирович. За цикл фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, которые внесли выдающийся вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики Российской Федерации, Государственная премия Российской Федерации присуждена Ковальчуку Михаилу Валентиновичу, члену-корреспонденту Российской академии наук, президенту Национального исследовательского центра Курчатовский институт. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, во-первых, я хотел бы вас искренне поблагодарить за высокую оценку нашей работы, у истоков которой стоят наши великие соотечественники, академик Курчатов Александров и наш выдающийся современник Евгений Павлович Велихов. Суть работы заключается в том, что необходимо сделать энергетическую систему, которая была бы органично вписана в природу. Мы поставили перед собой такую задачу, точнее, вы ее нам поставили, а мы ее смогли реализовать. Суть этой работы заключается в следующем, в том, что мы берем в природе природное сырье радиоактивное, как бы топливо будущее, пропускаем его через эту систему и обратно возвращаем в природу ту же активность, которую взяли. То есть абсолютно система природоподобной энергетики, вписанная в органический баланс природы. Дело заключается в том, что фактически заложены основы принципиально новой зеленой атомной энергетики замкнутого цикла. Дело заключается в том, что мы смогли это сделать. Да, практически на этом этапе все основные элементы опробованы, и они доказали правильность и эффективность выбранных решений. Это удалось сделать только потому, что мы опирались на глубинный, очень большой опыт отечественной науки и наших разработок, которые мы как бы проводили, создавая уникальные, не имеющиеся в мире ядерные технологии. Я хотел бы сказать, что через несколько дней мы будем отмечать 70-летие начала атомной энергетики. Это момент пуска в Обнинске Курчатовым первой в мире атомной станции. Вот мы дали миру атомную энергетику, термоядерный синтез. Хочу напомнить, что токамак в основе лежащий, это русское слово, как и спутник.
И сегодня мы сделали принципиальный шаг по созданию новой энергетической системы, которая обеспечит нашу технологическую независимость и энергетическую безопасность на многие годы. И мы всех победим, как и побеждали всегда. Спасибо большое. Еще раз, это произошло только потому, что вы неустанно помогаете это делать. Без этого это было бы невозможно. Спасибо большое еще раз. В этой же номинации государственная премия Российской Федерации присуждена Адамову Евгению Олеговичу, доктору технических наук, научному руководителю Ордена Ленина Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Далежаля. Уважаемый Владимир Владимирович, вы причастны к той работе, за которую сегодня нас премируете. Вы на саммите тысячелетия выдвинули инициативу устойчивого развития человечества на базе новой технологической платформы атомной энергетики. Саммит давно забыли, а инициативу вашу вспоминают. В Европе, в Соединенных Штатах наши коллеги вспоминают с грустью, потому что эти 25 лет, прошедшие с того времени, почти 25 лет, они оказались бесплодными для этих стран, когда-то занимавших лидирующие позиции. Они очень сильно ударились в ветер, в солнце. Прежде всего это касается Европы и хорошо известной вам Германии, где в 2011 году закон был принят о том, что они закроют ядерную энергетику и полностью полагаются на солнце и ветер. Прошло 15 лет. Можно подвести итоги, поскольку в прошлом году последние станции они уже закрыли. Когда принимали закон в 2011 году, обещали немцам, что стоивший в то время киловатт-час 11 евроцентов, будет стоить 6 евроцентов. Через 15 лет он стоит 33 евроцента. Но для того, чтобы наше население понимало, 33 – это практически 32 рубля. Те, кто платят 5 плюс-минус 1 рубль, хорошо понимают разницу между нашей страной и тем, что происходит там. Эту инициативу у нас не просто вспоминают, она нас вдохновляет, потому что все эти годы Росатом помогал государству, помогал вам в той титанической работе по восстановлению страны, которая была с 2000 года. А в 2000 году ядерная энергетика стала первой. Нам объясняли, что нужен частник, он будет эффективным. А вот первый, кто восстановил советский уровень производства, оказалась государственная атомная энергетика. А с тех пор до сегодняшнего дня она удвоила свой вклад в энергетическое производство, и тем самым не на словах, а на деле мы решаем не только энергетические, но и экологические проблемы. Сейчас нам предстоят работы, которые, я надеюсь, вы поддержите в рамках нового национального проекта. Это работы, основанные на том, что делается прежде всего в Курчатовском институте. Это совсем не тот институт, который когда-то создал Курчатов, и где я когда-то был исполнительным директором до 1986 года. Это сегодня конгломерат блестящих совершенно институтов под руководством Михаила Валентиновича, без которого дальнейшее движение в атомной энергетике невозможно. И я очень рассчитываю на то, что предприятия нашей госкорпорации и НИИС Курчатовского института вместе будут решать те задачи, которые вы поставили по развитию атомной энергетики. Еще раз вам большое спасибо за поддержку и надеемся на дальнейшую совместную работу. В этой же номинации государственная премия Российской Федерации присуждена Асмулову Владимиру Григорьевичу, доктору технических наук, советнику генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Глубоко уважаемый Владимир Владимирович,
Наши отцы-основатели написали великую эпопею «Война и мир атомной отрасли», чем решили задачу обеспечения безопасности как государства и обеспечения независимости, энергетической безопасности государства. Сегодня мы с коллегами пишем второй том этой великой эпопеи. И я думал, что, может быть, поменять название, но думаю, что сегодня менять название не надо. Я думаю, что результаты нашей работы, потому что абсолютно точно, что без использования ядерной энергии нет будущего. Мы эту дорогу к храму построим. Служу России. За цикл фундаментальных и прикладных работ по изучению функций гена основного опухолевого супрессора P53 в норме и патологии Государственная премия Российской Федерации присуждена Чумакову Петру Михайловичу, члену-корреспонденту Российской академии наук, главному научному сотруднику Института молекулярной биологии имени Энгельгарта Российской академии наук. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники торжественного собрания, дорогие гости, я глубоко признателен комитету по присуждению государственных премий за такую высокую оценку нашего труда. Ровно 50 лет назад я начинал свою работу, научную работу в Институте молекулярной биологии еще при жизни великого русского ученого Владимира Александровича Энгельгарта. Владимир Александрович создал уникальную творческую атмосферу в институте, которую я во многом признателен за этой атмосфере, и людям института я во многом признателен нашим достижениям. Наши работы на протяжении многих лет носили чисто фундаментальный характер, но их результаты позволили пересмотреть процесс превращения нормальных клеток в опухолевые. И это позволило приступить к разработке принципиально новых подходов к терапии онкологических заболеваний с помощью онколитических вирусов. Я хочу подчеркнуть, что такая терапия основана на естественных, природных механизмах уничтожения раковых клеток. Сейчас несколько препаратов уже находятся в испытаниях. Я хочу поблагодарить всех членов нашего коллектива, который в основном состоит из молодежи. Я хочу особо поблагодарить академика Георгия Павловича Георгиева за его поддержку на самых ранних и самых критических этапах нашей работы. Также огромная признательность нашему научному руководителю института, академику Александру Александровичу Макарову, за его постоянную и всеобъемлющую заботу о нашей работе. В этот день я также с благодарностью вспоминаю своих родителей, советских вирусологов, и 4 поколения моих предков, русских врачей, которые стоят за моей спиной. И, конечно, в этот день России я с особой благодарностью обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, за ваши сверхчеловеческие усилия по защите и укреплению нашей Родины. И это самая главная задача на сегодняшний день. Спасибо. Указом президента Российской Федерации Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2023 года за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства присуждена Абдразакову Ильдару Амировичу, певцу, заслуженному артисту Российской Федерации.
Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, для меня большая честь сегодня быть здесь, в этом прекрасном Георгиевском зале, в центре столицы, в сердце России, и получить эту высокую награду из ваших рук, Владимир Владимирович. Спасибо вам большое. Вы знаете, я счастливый человек, потому что мне в жизни повелось встретить потрясающих, гениальных людей, педагогов. И я с огромной благодарностью хотел бы назвать их имена. Это Мельша Галеевна Муртазина, это Ирина Константиновна Архипова, это Елена Васильевна Образцова. Это выдающиеся люди, с кем мне посчастливилось разделить и выйти на одну сцену. Это Владимир Спиваков, это Юрий Башмет, это мои коллеги из Мариинского театра, из Большого театра. И особую благодарность я бы хотел выразить своему старшему учителю, своему другу, наставнику, великому маэстро Гергиеву, за то, что он молодого башкирского парня из Уфы принял в труппу Мариинского театра и открыл для него большой мир оперы. Спасибо им большое. И не могу не вспомнить мою малую родину, Башкирию, город Уфа, где я родился, куда я люблю приезжать, где живет моя мама, где живут мои родственники, где живут мои друзья. И хочу поблагодарить моих родителей, моего папу, мою маму, за то, что они мне подарили этот уникальный музыкальный инструмент — певческий голос. И еще я хочу поблагодарить мою супругу Марику, мою семью за их любовь, за их поддержку. Спасибо вам большое. И, Владимир Владимирович, я как многодетный отец хочу вам сказать, что демографический план я выполнил. Спасибо большое. За создание памятников и мемориалов, посвященных знаковым событиям отечественной истории, Государственная премия Российской Федерации присуждена Коробцову Андрею Сергеевичу, скульптору. Здравствуйте. Для нас большая честь находиться сегодня здесь и получить столь высокую оценку нашей работы. Хотелось бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за огромное внимание к истории, историческому наследию нашей Родины, военной истории. Без вашего участия невозможно было бы реализовать проекты такого значения и масштаба. В наше время пагубная тенденция сноса памятников за рубежом является ярким примером попыток стереть память о прошлом. И мы гордимся тем, что в нашей стране, напротив, подвиги предков чтут, помнят и увековечивают в мемориалах, которые переживут века. Спасибо. В этой же номинации Государственная премия Российской Федерации присуждена Фомину Константину Евгеньевичу, архитектору. Уважаемый Владимир Владимирович, большое вам спасибо. Мы с Андреем воспринимаем эту награду не как личную, а как награду большого коллектива простых людей, руководителей Российского военно-исторического общества, по сути, соавторов наших проектов, скульпторов, историков, архитекторов, строителей, организаторов работ, всех тех, кто трудился вместе с нами. Каждый подобный проект – это серьезная задача, которая может быть решена только при совместной работе. Это наше общее дело и общая награда.
Большое спасибо всем, кто помогает нам в создании архитектурных и художественных проектов, тем, кто поддерживает нас в нашей работе, нашим родным и близким. Спасибо. Служу России. За вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля Государственная премия Российской Федерации присуждена Таратыновой Ольге Владиславовне, директору Государственного художественно-архитектурного дворцово-паркового музея-заповедника «Царское село». Уважаемый Владимир Владимирович, для меня огромная честь сегодня, в этот праздничный день, находиться в этом зале и получить из ваших рук вот эту высокую награду. Но я осознаю, что эта награда не моя, это награда всего нашего коллектива, очень профессионального. Это команда единомышленников, с которыми и в огонь, и в воду. Иначе мы не смогли бы так много сделать и совершить вот тот реставрационный прорыв, за который, собственно, сегодня мы эту награду и получаем. Но в первую очередь, Владимир Владимирович, я хотела бы поблагодарить лично вас за ваше участие в вопросах музейной деятельности, и в первую очередь за понимание необходимости реставрации и восстановления разрушенных войной памятников. Как известно, Царское село пострадало очень серьезно, и мы до сих пор вот эти наши разрушенные памятники восстанавливаем. Уже очень много сделано, но без вашей поддержки и помощи наши шедевры интерьеров Леонского зала и церкви, ну, наверное, мы бы очень не скоро восстановили. Поэтому огромное вам спасибо. И хочу еще отметить, что сегодня у нас еще большая программа реставрационная. Мы делаем южный флигель Екатерининского дворца, Зубовский корпус, личные апартаменты Екатерины Великой. Уникальные интерьеры, могу сказать, таких в мире больше не встречается. Очень тяжелая технологическая работа, но все мы справляемся. И вот с открытием этих интерьеров, а это случится уже в этом году, мы поставим точку в реставрации и восстановлении Екатерининского дворца. Тем самым сбудется мечта многих поколений музейных работников, начиная с середины прошлого века, которые мечтали увидеть Екатерининский дворец возрожденным. Наконец это случится. Поэтому еще раз огромное спасибо вам и всегда ждем вас в Царском селе. В этой же номинации Государственная премия Российской Федерации присуждена Игдалову Борису Павловичу, директору Царскосельской янтарной мастерской. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые господа, знаете, вот от лица всех своих коллег, художников, реставраторов, хочу выразить огромное спасибо за высокую оценку нашего труда. Дорогие господа, приезжайте в Царское село. Это лучшее место на земле. Указом президента Российской Федерации Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2023 года присуждена Белиховой Юлии Александровне, руководителю автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества». Уважаемый Владимир Владимирович, большая честь стоять здесь в этот день. И на самом деле это оценка работы всего Комитета семей воинов Отечества. И для нас это очень важно.
Когда мы начинали в 2022 году, мы еще до конца не знали, как правильно организовывать помощь людям, бойцам, семьям. Вопросы общие. У бойцов на передовой, у нас здесь, у семей в тылу. И было понятно, что нужно работать вместе, помогать друг другу. В конце 2022 года мы с вами встречались в Новоогарево, мамы, жены участников специальной военной операции. Это был непростой, очень откровенный разговор. Вы нас услышали. Вы нас не просто услышали, вы нас поддержали. Это дало нам очень большой импульс, и сегодня Комитет семей воинов Отечества – это штабы во всех регионах Российской Федерации, во всех 89. Это тысячи матерей, жен, сестер, семей, участников специальной военной операции, которые стоят за спинами наших бойцов. Ребята защищают наш суверенитет там, на передовой, а мы здесь. И мы свою страну в обиду не дадим. Очень много удалось сделать за это время. Различные проекты, культурные, патриотические, которые сегодня объединяют, настоящие. Вопрос оказания духовно-психологической помощи, потому что ситуации бывают разные. И, конечно, правозащита. За 2 с небольшим года было принято очень много законов, важных, нужных, для того, чтобы помогать семьям, для того, чтобы вовремя перестраивалось законодательство и меры поддержки, помогать бойцам. И наша бесплатная юридическая помощь, она, конечно, помогала найти самый короткий путь, маршрут до реализации прав. Мы разъясняли, сопровождали, помогали, делали это, делаем и будем делать обязательно. Большое складывается из малого. Из обращений, из того, с чем приходили к нам люди, мы видели, на что нужно обратить внимание. Мы вместе работали с Советом по правам человека и гражданского общества, Валерий Александрович. Очень много удалось сделать вместе. Мы делали с уполномоченным по правам человека, делали с Общественной палатой Российской Федерации. И очень важная инициатива, которую мы сделали в самом начале, это расширить круг лиц по оказанию бесплатной юридической помощи. И сегодня участники СВО и их семьи включены в этот перечень. Мы сегодня смотрим, как это работает в регионах, на местах, и подсказываем, где нужно расширить, на что обратить внимание. И все это очень важно. Уважаемый Владимир Владимирович, Комитет семей воинов Отечества – это семья. И в семье у нас всегда все по любви. Сегодня День России, наверное, самый главный вопрос, который каждый из нас должен себе задать, это что ты делаешь для своей страны и что ты делаешь для победы. Нам есть что ответить с гордо поднятой головой. Ну и поскольку Комитет семей воинов Отечества – это семья, то без подарка не приходит. Поэтому до мероприятия передали в музей для вас платок, который называется «Катюша», где изображена Катюша, которая умеет ждать, которая умеет верить, которая умеет любить, которая олицетворяет русскую женщину, яркую, сильную, настоящую. С Днем России! Спасибо. Указом президента Российской Федерации Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2023 года присуждена Слобжанину Николаю Юрьевичу, исполнительному директору межрегиональной благотворительной общественной организации «Российский комитет. Детские деревни СОС». Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю вас и участников церемонии с Днем России. Получив признание своих заслуг, я понимаю, это награда многих, и я им благодарен. Я благодарен моим родителям, они мои наставники. Я благодарен моей жене и моей дочери. Я всегда чувствую их поддержку. Благодарен сотням сотрудников и волонтеров благотворительной организации «Детские деревни СОС». Они для меня пример подвижничества и профессионализма. В год семьи нам исполняется 30 лет. Благодарен коалиции общественных организаций «Семья с рождения» и команде защитников детства, команде уполномоченных по правам ребенка. Благодарю людей, поддерживающих благотворительность. Их у нас миллионы. Уже 30 лет благотворительность – мое призвание. Я знаю, как это происходит в мире. Я работал в разных странах. Очень четко могу сказать. Россия – это страна,
– это страна возможностей. Это страна возможностей, в том числе и в благотворительности. Осознанно отказавшись от зарубежного финансирования и полностью перейдя на российское, мы доказали этот тезис на практике. Более 30 тысяч детей, наших благополучателей, сохранили семью благодаря поддержке россиян, как и дети-сироты Новороссии, которые нашли семейное тепло и безопасность в детских деревнях. Главное, эти дети сохранили традицию семейных взаимоотношений. Большое спасибо, Владимир Владимирович, за ваше особое внимание к теме детства и поддержки семей. Объявленный по вашей инициативе «Год семьи» уже стал мощным импульсом сбережения и приумножения народа нашей страны. Я бы сказал, народосозидания. Важно сказать о вашем поручении правительству в марте 2022 года. Все помнят это непростое время. Поручение о запуске пилотного проекта в регионах по профилактике сиротства, особенно для новорожденных и детей в возрасте до 4 лет. Уже сейчас тысячи малышей сохранили свои семьи. Начинают перепрофилироваться дома-малютки. А далее, что далее? Далее необходимо сделать оценку и распространить успешный опыт по всей нашей стране. Еще я хочу сказать большое спасибо за то поручение, которое совершенно недавно вы дали по поводу проведения ревизии органов опеки и попечительства. Это важнейший момент в области защиты детства. Для нас очень важно, чтобы любой ребенок в любой части нашей необъятной Родины чувствовал себя защищенным. Реформа, она назрела давно. Для нас государственная премия – это большое доверие и, главное, ответственность. Уважаемый Владимир Владимирович, вы можете быть уверены, что я и мои коллеги доверие отчизны, ваше доверие не подведем. Служу Отечеству. Уважаемые лауреаты, награжденные, дорогие коллеги, друзья, когда знакомишься с материалами мероприятия подобного рода, подобного сегодняшнему, то так или иначе погружаешься в информацию, которая связана с деятельностью, с жизненными достижениями в работе наших сегодняшних лауреатов и награжденных, и таких людей, как они. Хочу поделиться с вами своими впечатлениями на этот счет. Вот когда начинаешь все это читать, то все это смотрится как какая-то приключенческая литература. Я говорю совершенно искренне. Потому что невозможно оторваться от чтения того, что и как делали, к чему пришли и чего добились такие люди, как наши сегодняшние лауреаты и награжденные, и они сами, вот те, кто сегодня здесь присутствует на данном сегодняшнем нашем мероприятии. И, безусловно, они могли бы говорить об этом бесконечно, о здравоохранении, медицине в широком смысле слова, могли бы говорить о науке, образовании, об повышении обороноспособности, о подводных лодках и так далее, об искусстве, о благотворительности. Ректор Московского государственного университета Садовничий Виктор Антонович сказал, что он счастлив тому, что его всегда окружали люди, которые верили в будущее России. Задача государственных органов – не мешать таким людям, как вы, замечать то, что вы делаете, поддержать, но повестку развития определяют как раз такие люди, как вы. Причем во всех областях жизнедеятельности государства. Виктор Антонович сказал, что рад тому, что его окружали люди, которые верили в будущее России. А когда знакомишься с результатами вашей работы, эта вера многократно возрастает и укрепляется. Поздравляю вас и желаю всего доброго. С праздником! С Днем России!